Сегодня я построил проповедь. Мы будем говорить о воскресении, понятно. Потому что что такое Пасха? Это праздник воскресения Христа. Человек и Бог одновременно. Он не просто умер и взял наши грехи. Но для нас самая радостная вещь, что Он не остался в могиле, а Он воскрес. Потому что без воскресения Христа, если бы Он не воскрес, то и суть нашей веры, она бы терялась. Мы бы тогда тоже не воскреснем. Знаете, зачем тогда надеяться и что делать? И мы сегодня поговорим об этом. И я построил проповедь, вы знаете, как-то обычно у нас последние года пасхальная проповедь, она была более радостная, воодушевляющая. Сегодня я тоже надеюсь, что она будет радостная, но много мест Писания, и я буду идти быстро, не буду, может быть, так разжевывать, потому что как-то Господь положил вот на сердце, есть такой вот объем информации, которую я хочу вам передать, влить, таким образом ободрить. Поэтому я вас ободряю, немножко проснуться, как бы встряхнуть головой и следовать за мной. Итак, давайте мы посмотрим. Вы помните, что Иисус на протяжении своей жизни, Он исполнил более 300 пророчеств, которые были даны за много-много сотен лет до Его рождения. И вообще шанс того, чтобы человек, он своей жизнью исполнил пророчества, которые за 100 лет были даны, а тем более 300, это просто невероятно. И вы все знаете, что самый главный пророк, который говорил про Христа, это пророк Исаия и 53 глава. Давайте мы освежим вот то, что 4-5 стих, книга пророка Исаии, что там написано. «Но Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъявлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились». Здесь мы читаем, что Христос взял наш грех, да, твой и мой, грех всего мира. Дальше, 4-5 стих, 8-9 стих, та же 53 глава. «От уз и суда Он был взят, но род Его кто изъяснит? Ибо Он отторгнут от земли живых. За преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначили гроб со злодеями, Он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах Его». И я не буду этого касаться, объяснять, вы все знаете истории, где Он был погребен, что богатый человек выкупил для него место и так далее. И даже своей смертью Он исполнил пророчество, которое давал за 700 лет до рождения Христа пророк Исаия. Дальше 10 стих. Это, собственно, стих на сегодня. Внимание. Также 53 глава, 10 стих. «Но Господу было угодно поразить его, и Он предал его мучению, когда же душа его принесет жертву умилостивления». Внимание. «Он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его». Как он может увидеть свое потомство, если, я думал, Христос, Он умирает, и все. Но весь Божий план, он заключается в том, что Иисус Христос, Он знал, что Он умрет. Он пришел для того, чтобы взять грех этого мира, но Он не собирался оставаться в могиле. Он не собирался оставаться мертвым. Я хочу, чтобы вы просто запомнили эту мысль. И ориентировочно 2000 лет назад были люди, которые очень хотели бы, чтобы Иисус, Он остался в могиле, чтобы Он не воскрес. Но их планам не суждено было сбыться. Давайте мы прочитаем уже из Нового Завета Евангелие Матфея, 28 глава, с 1 по 6 стих. Это событие, собственно, мы пропустили, как Христа распяли, как Он умер, как Его похоронили, и дальше что происходит. «По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели», первый день недели – это воскресенье, если что, и у иудеев также, в западном мире до сих пор, у нас понедельник начинается, да? Итак, первого дня недели пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был, как молния, и одежда его бела, как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые. Если бы передо мной ангел пришел бы, камень отвалил, я бы тоже, наверное, побледнел. Да, не только стражники. Ангел же
обратив речь к женщинам, сказал: «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого». Внимание, его нет здесь. Он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь. Иисус умер, но Он не остался в могиле. Он воскрес. Собственно, поэтому мы сегодня здесь. Именно это мы и празднуем. Но противники церкви, они хотели бы, чтобы Иисус, Он остался в могиле. Вы знаете, что старейшины иудейские, они даже заставили Пилата запечатать гробницу, то есть привалить камень ко входу, поставить печать, и поставили стражников. Давайте мы прочитаем это место также. 27 глава, 62-66 стих. Написано следующее. «На другой день, который следует за пятницей, собрались первосвященники и фарисеи к Пилату и говорили: „Господин, мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал: „После 3 дней воскресну. Итак, прикажи охранять гроб до 3-го дня, чтобы ученики его, придя ночью, не украли его и не сказали народу: „Воскрес из мертвых“. И будет последний обман хуже первого“. Пилат сказал им: „Имеете стражу, пойдите, охраняйте, как знаете“. Они пошли и поставили у гроба стражу и приложили к камню печать». Вы знаете, да, то есть у иудеев была такая традиция, они хоронили как в гробницах, не в могилах, не в землю закапывали. Для них могила — это как, знаете, как вот Иисуса, это как пещера, там он был положен, обмазанный, обмотанный лентами и законсервированное, так скажем, да, тело, то есть оно чем-то пропитывалось, вот эти вот бинты. И в то время у римлян и у многих вообще народов, которые окружали, у них на самом деле процесс погребения — это была кремация, в частности, да, то есть иудеи, они в этом плане отличались. И привалили еще и камень, и поставили стражников. Стражники были римские легионеры. И римляне, вы знаете, это воинская дисциплина, то есть все по-взрослому, все по-серьезному. Вооруженные люди, которые знали свою службу, но тело, оно пропало на 3-й день. Понимаете, стража ничего не видела. Возникла проблема у первосвященников. Представляете? Вот он ходил, он говорил, что все это предвещал. Он говорил, что я воскресну, и тело пропало. Есть пустая гробница. И поэтому лучшее, что они могли сделать, вы знаете, они начали распространять слухи и ложь о том, что ученики пришли, и они украли тело. Зачем я сейчас вообще все это говорю, и почему я так подчеркиваю вообще вот сам факт вообще воскресения Иисуса Христа? Почему это так важно? Как я уже говорил и еще раз хочу подчеркнуть, это вообще основа нашей веры. Без воскресения Христа нет никакого христианства. Вера наша, она будет тщетна. Поэтому, знаете, я думаю, что Бог, Он также усмотрел, Он понимал это, таким образом, что на самом деле вот сам факт воскресения, что Иисус, Он воскрес, это одно из наиболее документально подтвержденных событий в истории человечества. И вы сами понимаете, что, вот, например, то событие, которое произошло 2000 лет назад, каким образом мы можем что-то доказать? Есть в историографии определенные методы научные. Знаете, бывают косвенные источники, литературные, свидетели, которые жили в то время, например, что-то люди писали и так далее, и так далее. И сегодня я бы хотел уделить время и показать вам на самом деле, что Иисус Христос, Он воскрес. И есть множество свидетельств и подтверждений. Есть и библейские источники, и внебиблейские. Как бы казалось это ни странным. Но, знаете, я вот бы хотел начать с одного вот такого факта. В 1925 году в Париже музей французский, Национальная французская библиотека, Парижская библиотека, они выкупили артефакты после смерти одного человека. Он был коллекционер древностей. И среди прочих вещей была табличка 67 на 30 сантиметров. То есть небольшая мраморная табличка, на которой греческий текст был. И текст был следующий. Я прочитаю начало и конец. И гласило следующее. «Эдикт царя в отношении могил и гробниц,
они всегда должны оставаться нетронутыми. Там дальше еще что-то писалось, и нарушитель карается смертной казнью. И проведя анализ, там углеродный проводили анализ, понятно, что вообще поставили дату по написанию текста, что это ориентировочно 41 год нашей эры. То есть все знают, да, что наша эра – это после Рождества Христова. До революции в России так и говорили: до Христа, да, и по Рождеству Христову. В советское время у нас изменилось, да, и есть теперь наша эра и до нашей эры. Но наша эра, она с рождения Христа считается. Итак, 41 год – это ориентировочно 41 год после смерти Христа. И вообще вот эта табличка, когда ее получили, знаете, к ней была прикреплена такая бирка, что табличка была прислана из Назарета в 1878 году. То есть в 19 веке человек ее получил, и перевод делал тоже знаменитый ученый, я просто пропущу имена. Вся информация есть в сети, есть в научных изданиях, то есть это общепризнанный факт, чтобы вы можете зайти посмотреть не голословно, что я вам тут на уши не развешиваю ничего. Вот. Но, знаете, большинство историков, они склонялись к мнению, что вот это именно, это повеление императора Клавдия, римского императора, который правил в то время, и что это прямая реакция имперских властей на социальные волнения, которые возникли в Иудее, и они были связаны с тем, что религиозные лидеры иудейские, они распространяли вот эти вот слухи, что ученики Христа, они выкрали его тело. Знаете, они просто приводят, во-первых, эдикт царя, так вот именно обращались, для иудеи писались свои законы. Цезарь, когда издавал что-то. И смертная казнь – это чрезвычайно суровое наказание для разграбления или вскрытия гробниц. Вы знаете, до этого в Римской империи не было такого. В законе было прописано, что расхититель гробницы, если ты пришел, ты разграбил, уничтожил, он должен был возместить материальный ущерб. И был какой-то штраф, то есть родственникам того, кто был погребен. Но здесь вводится смертная казнь. И казалось бы, почему? То есть в 41 году, после смерти Христа, зачем император вводит такое суровое наказание? И многие ученые не сходятся. Понятно, что это косвенное подтверждение. Вы знаете, невозможно прямое подтверждение найти, но многие ученые не сходятся во мнении, что распуская слухи о похищении Иисуса Христа из гробницы, иудеи, они представляли последователей Христа, христиан, социально опасными элементами. Что они мутят воду. И знаете, Клавдий, император в то время, будучи язычником, он вообще не хотел вдаваться во все эти подробности. И вообще христианство, оно считалось, это была секта иудаизма. Они подразумевали, потому что вы знаете, и первые апостолы, они ходили, они где проповедовали? В синагогах. Они проповедовали среди евреев, потому что евреям было понятно, иудеям был понятен закон. И только в 100 году произошло такое разделение, когда верующих христиан, им отказали в доступе к синагогам, перестали пускать, и они больше не говорили. Но здесь все сходятся во мнении, что император Клавдий, просто чтобы пресечь беспорядки в подвластной ему стране, и до него дошли такие слухи, что кто-то вскрыл могилу, выкрал тело, и теперь там происходит, там есть какая-то секта, и они там говорят, что люди могут воскресать. Он издал закон о том, что запрещено приближаться к могилам и их вскрывать. Он принял меры. Я вам просто, кому интересно, вы можете это найти, посмотреть, я ободряю, чтобы вы сами это делали. И вы знаете, да, эту историю. Давайте мы прочитаем Матфея 28 глава по поводу распространения этих слухов. Матфея 28 с 11 стиха. «Когда же они шли, то некоторые из стражей, это про женщин, которые шли к могиле Иисусу, войдя в город, объявили первосвященникам о всем бывшем. И сии, собравшись со старейшинами и сделав совещание, довольно денег дали воинам, то есть стражникам, они заплатили им, и сказали: скажите, что ученики его, придя ночью, украли его, когда мы спали,
И если слух об этом дойдет до правителя, до Цезаря, мы убедим его и вас от неприятностей избавим. Они взяли деньги, поступили, как научены были, и пронеслось слово сие между иудеями до сего дня». Это, я вам читал сейчас только что из Библии, это событие, которое было описано. То есть первосвященники, они испугались, что тела нет, Христос воскрес, что делать? И они заплатили стражникам и сказали, что соврите, скажите, что ученики пришли и украли. Ну, вы понимаете, что вот так соврать, это тоже, ты же на страже стоишь. Им грозила смертная казнь. Говорит, мы за вас втупимся, если даже до правителя дойдет, с вами все будет хорошо. Итак, мы знаем, кто распространял эту ложь, что ученики украли тело Христа. Я вам еще приведу просто другие косвенные доказательства, почему эта история, она невероятная. Ну, вообще не подвергается, не выдерживает никакой логической критики. Во-первых, как я уже говорил, представить, что ученики могли прийти и безнаказанно вскрыть охраняемую гробницу, где стояли вооруженные легионеры, это надо не знать, как устроена Римская империя и Римская армия. Я думаю, что ни один легионер не взял бы там какие-то жалкие деньги у учеников, если бы даже они их пытались подкупить, чтобы выкрасть тело, потому что за это им грозила смертная казнь. Вы понимаете. Оставить пост у нас даже сейчас есть, если ты совершил военное преступление, то есть специальные органы, которые этим занимаются, расследуют, и есть военный трибунал, и так далее, и так далее, и так далее. То есть для военных свои законы. Второе, вы знаете, ученики, вы вспомните вообще события, как они себя вели, когда все это происходило. Перед смертью Христа, где они были вообще? Они были напуганы, и они прятались по домам за закрытыми дверями. Никто из них, практически никто, за исключением пары человек, он не пришел даже к кресту, чтобы увидеть распятие. Они боялись, что их также схватят и их также распнут. Можно прочитать об этом, мы открывать не будем. Лука, 24 глава, 21 стих, Евангелие от Иоанна, 20 глава, 19 стих. Сейчас читать не будем. Но удивительная трансформация происходит после того, как Христос воскрес. Они откуда-то набираются смелости, они начинают ходить, противостоять Синедриону, высшему суду, и говорить смело, что произошло вообще. Если Христос, Он не воскрес, если они действительно, какой смысл лгать и рисковать своей жизнью, если этого действительно не было? Вы понимаете, да? Вы знаете, что многие ученики, не многие, все апостолы, кроме одного Иоанна, они приняли мученическую смерть. Вот те люди, которые боялись, они прятались, а потом они до смерти стояли и провозглашали, что я не отрекусь, я верю. Как такое возможно? Какой смысл, если бы Христос, Он не воскрес? Я только одну причину вижу. Они видели Христа живого, они знают, что это правда, и поэтому они стоят, и они готовы идти на смерть, потому что я знаю, я видел, что Он воскрес, и Он сказал, что и я воскресну с Ним, и поэтому я пойду до смерти. По любой другой причине 11 человек, просто взять и умереть за какие-то россказни и сказки, в это очень слабо верится. И четвертый довод, который я могу привести, знаете, такой неприятный вопрос, как непосредственные свидетели, которые видели Иисуса Христа живым после Его смерти. Давайте мы прочитаем 1 Коринфянам, 15 глава, с 1 по 9 стих. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам», это Павел пишет, «которое вы приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь. Если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали, ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и дальше, внимание, и что воскрес в третий день по Писанию». И потом, смотрите, «и явился», то есть показался Кифе. Кифа – это кто? Это Петр, да? Вы знаете, то есть Иисус, Он был многоязычен, читал Он явно Тору на
еврейском, древнееврейском языке между учениками, так как он был с Галилеи, скорее всего, он говорил на арамейском или древнеарамейском языке. Почему мы так можем говорить? Ну, во-первых, этот диалект, он был распространен там. И, во-вторых, вы знаете, когда он уже умирал, последние слова, которые он сказал, свершилось, он произнес именно на арамейском. В Евангелии записано, да, там есть транслитерация. Так вот, кифа на арамейском – это то же самое, что и Петр по-гречески. Это камень. Поэтому он сказал, когда он разговаривал, вы помните вот эта ситуация, когда он общается, Иисус говорит ученикам, ну, ему говорят, что там народ, разные слухи про тебя ходит. Он говорит, вы-то меня за кого почитаете? И Петр один встал и сказал, что ты Христос, Сын Бога Живого. И потом, в этот момент, да, Иисус, он ему говорит, что ты Кифа. Он его назвал, что ты камень, вот, ну, скала. И потом говорит, на вот этом основании, на основании вот этого откровения я создам церковь мою. Так как Новый Завет написан на греческом, а Иисус, он сказал на арамейском, то есть вот Кифа его перевели как Петр. Я понятно излагаю? Все ясно, да? Потому что то ли я заговорился, кажется, я вас так загрузился, сидите на меня, смотрите. Что происходит? Итак, понятно. И Петр сам себя называет Петр, но в нескольких местах его называют как Кифа, один и тот же человек. Итак, он говорит, что на третий день он показался Кифе, Петру, потом 12. Дальше 6 стих. Потом явился более нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть до ныне в живых. Некоторые уже почили, ну, некоторые умерли. Потом явился Иакову, также всем апостолам, а после всех явился и мне, как некоему извергу, это Павел пишет про себя. Ибо я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом, потому что гнал Церковь Божию. Еще раз, это то, что написал Павел. Он был свидетелем, что Иисус Христос воскрес из мертвых. И на самом деле даже само свидетельство Павла, Павел был невероятным свидетелем. Почему? Да потому что он был врагом церкви. Он преследовал верующих, он их гнал, он бросал их в тюрьмы, он способствовал, чтобы их побивали камнями. Был причастен к смерти каких-то братьев. И потом этот человек становится самым ярым защитником веры в Христа. Что произошло? Вы знаете, по дороге в Дамаск, когда он шел в очередной раз кого-то хватать и гнать, Иисус к нему пришел и сказал, ты за что меня гонишь? И после этой встречи, вы знаете, да, что там был человек, Анания, который его крестил, он принял веру. Сначала он ослеп, правда, Господь его ослепил. Деяния, 22 глава, с 16 стиха, там можно это прочитать историю, мы открывать не будем. Но Павел сам, то есть, знаете, трудно заподозрить этого человека, который гнал, и он говорит, что я его сам видел. Вы понимаете, да? И потом он дальше говорит, что, ребят, вы мне, если не верите, хорошо, можете мне не верить, но есть еще 500 человек, живых свидетелей, которые еще живы до сих пор. Сходите их спросите. Они его видели живым. Вы понимаете? То есть в то время это был как бы, очевидный факт. Земля на слухами полнится. Люди говорили, я его сам видел, ты что, мне не веришь? Вот этими глазами. Я просто представляю это. Было трудно оспаривать это. Павел написал в первом послании к Коринфянам, 15 глава, 6 стих, вот то, что мы читали. «Потом явился более нежели 500 братьев в одно время». 500 человек – это довольно большая толпа. Вот у нас здесь, чуть больше 100. Вы представьте, в 5 раз больше. И они его видели живым. Дальше. Давайте посмотрим 2 Коринфянам 11 глава, 25-28 стих. Павел пишет про себя, про свою жизнь. Немножко по другому поводу, но тем не менее. 3 раза меня били палками. Однажды побивали камнями. Били палками в том смысле, что пытались убить, забить палками его до смерти. Однажды побивали камнями. Побивать камнями, это тоже, вы знаете, была такая казнь. Его пытались забить до смерти камнями. 3 раза я терпел кораблекрушение.
Ночь и день пробыл во глубине морской. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. Кроме посторонних приключений, у меня ежедневно стечение людей и забота о всех церквях. Скажите мне, вот оно ему надо было, если бы он не видел Христа живым? Как человек, который гнал, и потом он свидетельствует о своей жизни, зачем вот это все терпеть? Унижение. 4 раза только он описывает, как его пытались убить. 3 раза он в кораблекрушении был. И он все равно дальше продолжает, и люди постоянно приходят, и он тянет и тянет. Зачем, если Христос, Он не воскрес? Вы понимаете? Это просто как еще одно косвенное доказательство. Еще раз. Павел говорит, я делаю это, потому что я видел воскресшего Христа. Я верю в Него. Еще раз, Христос является основанием нашей веры, Его воскресение. Если Иисус не воскрес из мертвых, наша вера вообще ничего не стоит. Если воскресение не произошло, это автоматически означает, что Иисус, Он был не тем, за кого себя выдавал. Если Он не воскрес из мертвых, то у нас проблема конкретная с вами. Мы тогда тоже не воскреснем. Почему важно это знать? Почему важно пресекать любые какие-то инсинуации по этому поводу? Первое послание Коринфянам, 15 глава, с 14 по 20 стих. Павел пишет следующее. «А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна», то есть бесполезна. «Тщетна и вера наша. Притом мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал. Если, то есть, мертвые не воскресают. Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна. Вы еще во грехах ваших, поэтому и умершие во Христе погибли. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков». И дальше, внимание. «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших». Он первый, кто... Были люди, Иисус сам воскрешал людей, но вы знаете, Он их воскрешал для чего? Для того, чтобы они потом тоже умерли. Они все равно умрут жизнью. Но Он первый воскрес и пошел на небо. И сказал, что мы, те, кто верим в Него, нас ждет то же самое. Еще раз. Нельзя преувеличить значимость воскресения Христа. Это настолько важное и значимое событие. И еще раз. Удивительно, что это одно из самых подтвержденных документально также событий в истории. Кто слышал о таком человеке Иосиф Флавий? Есть у нас историки? Кто-то поднимает, да, руки. Историческая личность, человек, который реально существовал, жил с 1937 года по ориентировочно 100-й год нашей эры, то есть после смерти Христа. Родился в 1937-м, то есть 37 лет после всех этих событий. Иосиф, я коротко расскажу, просто потому что буквально 3 руки поднималось. Он имел иудейские корни, родился в аристократической семье. Папа у него был священник, первосвященник. Мама была из царского рода, то есть она имела отношение по крови, правила тогда династия в Иудее Хасмонеев. В общем, родственнички у них оттуда. Знатный парень по крови. В молодости уже проявил недюжие способности к обучению, хорошая память. В подростковом возрасте вступил в секту аскетов, а после стал фарисеем, то есть тем, кто изучал Писание. В 1964 году Иосиф был одним из членов официальной делегации, которая поехала в Рим, в метрополию. Они ходатайствовали о том, чтобы были освобождены несколько иудейских священников. И вот тогда уже Рим произвел неизгладимое впечатление на этого юношу. Он был просто поражен Римом. После он вернулся домой, и Синедрион, то есть высший иудейский орган,
правления, его назначил главнокомандующим военными силами в Галилее конкретно. И в 66-67 году, вот первое восстание иудейское, которое было, он возглавлял, собственно, вот оборону Галилеи, оборону городов. Суть в том, что довольно успешно все было, но потом римляне подослали подкрепление. Был римский полководец такой Веспасиан. Весной 67 года они взяли в осаду тот город, где были вот эти галилеяне во главе с Иосифом. И после 6 месяцев осады город пал. Иосиф спасся буквально с 40 солдатами. Они укрылись в какой-то пещере. Никто не хотел сдаваться. Они бросали жребий и по очереди друг друга закалывали. Таким образом принимали смерть. Когда их осталось двое, Иосиф убедил вот этого солдата не умирать, и они сдались в плен. Я сейчас вообще никак его не оцениваю, хорошо это было или плохо, просто факты. Он сам это описывал. После этого, его взяли в плен, и вот этому полководцу иудейскому, он ему пророчествовал, он сказал, что ты станешь императором римским. Этого полководца это слегонца так зацепило. Он его просто в заключение сначала посадил, и потом через несколько лет он стал императором. И когда он стал императором, он его освободил. И Иосиф, он взял вот фамилию родовую Флавий, это фамилия императора, родовое имя. Да, то есть он назывался Иосиф Флавий. Для нас чем он интересен? Вы знаете, то есть он потом жизнь прожил в Риме, он написал несколько книг, несколько трудов. Самые знаменитые это вот иудейские войны. И как раз вот он описывал все восстания, оттуда мы все это знаем. Но величайший его труд, приблизительно 20 томов, называется «Иудейские древности». И он описывает жизнь иудеев, их веру от создания мира и вот до его дней. Как раз, то есть, после вот смерти Христа, да, то есть где-то 66-100 год нашей эры. Кто-то из историков, они относятся скептически и говорят, в том смысле, что окружающие народы уже тогда к Израилю относились враждебно, и они говорят, что Иосиф просто, понятно, он приукрашивал, может быть, где-то, чтобы показать иудеев с хорошей точки зрения и так далее. Но для нас это вообще в данном контексте не важно. Человек описывал историю, и в сети есть электронная копия всех его трудов, абсолютно бесплатно, если забить Иосиф Флавий, «Иудейские древности». Я вот просто нашел текст, я вам хочу прочитать. 18 книга, глава 3, параграф 3. И дам несколько комментариев. Еще раз, внимание. Человек – это внебиблейский источник, это нет в Библии, это нигде. Это просто историческая книга. Человек был историк древности. Он описывает там много событий в целях экономии времени, я даже не буду, не зачитывать. Он какие-то события, которые происходили вот тогда в Иудее, он пишет что-то. Дальше вот 3 параграф, 18 глава, 3 параграф, книга 18, глава 3, параграф 3. «Около этого времени жил Иисус, человек мудрый, если его вообще можно назвать человеком». Неверующий человек пишет такие вещи. Почему он пишет? Потому что он был иудей, и мы знаем, что человек, он был на 100% Богом и на 100% человеком. И здесь вот этот абсолютно светский человек, он пишет, я даже не знаю, его человеком можно назвать или нет. Потому что, дальше. «Он совершил изумительные деяния и стал наставником тех людей, которые охотно воспринимали истину. Он привлек к себе многих иудеев и эллинов, то есть греков, да. То был Христос». Внимание, светский человек пишет, что это был Христос. Я надеюсь, многие, по крайней мере, из вас, вы знаете, что Христос – это не фамилия, да? Это титул у Иисуса. Что Христос в переводе означает «помазанник». Он говорит, что это тот самый помазанник, то есть он говорит, что это тот самый человек, тот самый Спаситель, Мессия, которого ждали иудеи, который придет и искупит этот мир. И этот светский человек, он в светском тексте, в небиблейский источник, он в исторической книге так пишет о нем, что то был Христос.
То есть буквально он говорит, Иисус Христос – это Мессия. Вот о чем говорит Иосиф Флавий. Дальше он пишет. «По настоянию наших влиятельных лиц Пилат приговорил его к кресту. Но те, кто раньше любили его, не прекращали этого и теперь». Внимание. На третий день он вновь явился им живой. То есть приговорил как к кресту, это смерть через распятие на кресте. Оттуда живыми не уходили, в смысле, это очевидные вещи. Он говорит, его приговорили ко кресту, на третий день он вновь явился им живой. Я хочу подчеркнуть, что вот эта книга, это не Библия, это внебиблейский источник, это дополнительный материал. И этот историк, он говорит, что для него это обыкновенный факт. Такой, знаете, вот он. На третий день он пришел живой и показался своим ученикам, после того, как его распяли. Дальше. «Как возвестили о нем и о многих других его чудесах Бога вдохновенные пророки». И дальше он пишет. «Поныне еще существуют так называемые христиане, именуемые себя таким образом по его имени». Еще раз, в то время христианство считалось сектой иудаизма. После 100-го года, как раз вот после смерти где-то Иосифа Флавия, выделилась в отдельную ветвь. Евреи отошли в одну сторону, христиане в другую, потому что христиан перестали пускать в синагоги. Но Иосиф Флавий, я хочу обратить ваше внимание, он пишет, как само собой разумеющееся, просто знаете. Вот он там, повествовательная форма, он описывает какие-то события, которые происходили, и вот пишет, да, вот был такой человек, который творил великие чудеса, я даже не знаю, можно ли его назвать человеком. И вот он описывает, что да, наши его начальники схватили, подговорили Пилата, приговорили его ко кресту, а он взял на третий день живой пришел. И до сих пор еще существуют его последователи, которые называют себя христиане по его имени. У него не было никаких сомнений в том, что Иисус, он был сыном Бога живого, и что он умер, и что он воскрес. Вы со мной? Уже час. А в час мы заканчиваем. Все пропускаем. Последний, не последний, предпоследний, наверное, пример. В Гарвардской школе, Гарвардская школа в Америке, это, я как-то уже рассказывал, знаете, это одна из основополагающих таких школ, где, собственно, президенты всякие, то есть правители мира сего, так скажем, заканчивают. Просто так туда люди не попадают. И именно школа юриспруденции, она, такая основополагающая у них. И там был такой профессор, доктор по имени Саймон Гринклиф. И, собственно, он написал учебники по юриспруденции, и у него есть 3 тома о законах юридических доказательств. И вы знаете, на своих занятиях он постоянно подкалывал студент-христиан. Смеялся над ними и получал от этого удовольствие. Но в какой-то момент верующие студенты, христиане, они ему предложили, сказали, что профессор, давайте мы возьмем ваши учебники по юридическим доказательствам и рассмотрим смерть Иисуса Христа и те исторические факты, которые нам доступны. И вы знаете, он принял вызов, занялся этим серьезно, и по прошествии какого-то времени он признал, что доказательства были настолько убедительными, что он стал верующим. И вот его цитата, позже он писал, что «Воскресение Иисуса – один из наиболее достоверных фактов в истории». И в заключение я бы хотел вам рассказать еще одну такую историю. Все можно это поискать, я вам лапшу на уши не вешаю. Все это действительно так. И я стараюсь, я проверяю вообще то, что я говорю, чтобы чудеса. В Германии есть город Ганновер, и в конце XVIII века на местном кладбище была похоронена одна интересная женщина. Ее звали Генриетта фон Рюлинг. Годы жизни 1756 по 1782. Она была супругой местного
ну не то чтобы правитель, ну не суть, чиновник высокопоставленный. При всем при этом, вы знаете, она была такой очень воинственной женщиной, и она неоднократно заявляла о своем неверии в воскрешение мертвых. И как бы это странным нам ни казалось, вы знаете, она написала завещание и говорила, что, в котором говорилось в завещании, что ее могила должна быть устроена таким образом, чтобы была бы максимально защищена, что даже если будет воскресение, чтобы ее это не коснулось, чтобы она не могла подняться из могилы. И на могиле у нее были написаны такие слова: «Пусть эта могила, выкупленная для вечности или навечно, никогда не будет открыта». Ну, на немецком языке, соответственно. И я думаю, что Бог, Он просто посмеялся над всей этой ситуацией, потому что, видимо, в процессе похорон, когда ее закапывали, попало семя березы, семечко, в могилу, и постепенно начал прорастать росток. А могилу ее, знаете, мы сейчас посмотрим, там как бы открытки пока не надо. Большой камень, ну, прям здоровенный кусок мрамора, я не знаю, там, сколько он весит, несколько сот килограмм, может, по тонну, как бы основной. Вокруг тоже все выложено, все это было залито цементом и скреплено металлическими скобами стальными. И вот это вот семя берез, знаете, веточка сначала она тоненькая росла, постепенно, пока дерево, когда оно росло, ствол он расширялся, дерево вырастало, получилось так, что просто камень он отвалился. Могила, она была вскрыта, так скажем, знаете, несмотря на ее написание. И в 19 веке, на самом деле, это была популярная история. Кладбище, оно стало таким местом туристическим. Люди приходили посмотреть на открытую могилу, рассказывали страшные истории всякие и так далее. Это знаменитая история. В 2010 году, уже в нашем веке, какой-то сотрудник, видимо, гастарбайтер, он без спроса пришел и спилил это дерево. Как бы, и потом уже муниципалитет они постановили, сейчас они посадили какую-то жалкую березку, ну, потому что это была такая прямо достопримечательность, все приходили, просто пришел человек с бензопилой и спилил это дело. Вот, но остались фотографии, можно вот вывести открытки 19 века, так как тема была прямо популярная. Вот эта открытка 19 века, ее можно посмотреть, как раз... Вот видите, да, вот это вот здоровенный кусок мрамора, я думаю, ну там гораздо больше 500 килограмм, я не знаю, там, думаю, тонну минимум, может быть, даже несколько тонн. И вокруг тоже это бетонные плиты. Можно тоже следующую фотографию показать. Это вот вид с другой стороны. То, как это выглядит сейчас. Вот эта фотография, ну там, 2020 год, что ли, я у кого-то в сети нашел. Человек даже не знал, что, ну, что за могила. Потом в комментариях там написали, что это как раз вот могила той Генриетты. Это, ну, вы видите, что камень он остался сдвинутый, просто большая береза сдвинута. Но, вы знаете, я думаю, что Бог, Он просто посмеялся над этой женщиной, которая говорила, что пусть могила навечно будет закрыта, да? Вы знаете, Иисус Христос, Он воскрес из мертвых. А это означает, что те, кто в Него верит, они тоже воскреснут. Больше я вам скажу, вы знаете, даже те, кто в Него не верит, они тоже воскреснут. Весь вопрос, куда ты пойдешь после этого. И вот это тот вопрос, который я хочу, чтобы вы задали себе сегодня. Потому что если Иисус, Он жил, если Он воскрес, то Он четко говорил, что те, кто в Меня верит, они пойдут со Мной в рай. А те, кто в Меня не верит, они останутся, пойдут в другое место.